Добрый день, уважаемые абитуриенты. Рад приветствовать вас на консультации. Меня зовут Салават Ришатович Мусифулин, заведующий кафедрой обществознания права и социального управления Института исторического, правового, социально-гуманитарного института Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмоллы. Сегодня мы рассмотрим основные элементы вступительного испытания обществознания. Вступительные испытания предполагают сдачу в дистанционном формате. Будет проходить в форме тестирования. Количество вопросов 25. В структуру тестовых заданий входят основные разделы в соответствии с учебной программой обществознания школьного курса. Это человек, общество, экономика, социальные отношения, политика и право. Для того, чтобы пройти и документы подать, вам необходимо набрать минимальное количество, это 45 баллов. Максимальное количество баллов это 100 баллов. На время проведения тестирования вам будет даваться ровно 60 минут. Для тех, кто поступает со справками, подтверждающими именно ограничение возможностей, то продолжительность увеличивается до 1,5 часов. Всего дается одна попытка. Прошу на это обратить внимание. Дистанционная форма сдачи экзамена предполагает, то есть это вы выходите в личный кабинет. Первый вход через логин, пароль, отправленный на электронную почту. Нужно будет посмотреть почту, если в почте нету, значит посмотреть нужно будет папку «Спам». Последующее посещение сайта под своим паролем будет проходить именно в соответствии с тем паролем, который вы введете при первом своем входе в систему. То есть вам нужно будет поменять тот пароль, который будет вам направлен на электронную почту. Перед каждым экзаменом нужно будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будут видны ваше лицо и главный разворот паспорта, где фото и фамилия, имя, отчество абитуриента. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас, еще раз повторюсь, всего лишь одна попытка. Хотелось бы сразу обратить внимание, что вот то, что я сейчас проговорил, как это сделать, как зарегистрироваться, как в каком формате представить фотографию. Это все прописано в личном кабинете. И вот сейчас вы на слайде видите, где находится инструкция на документы. Инструкция по получению логина, пароля для прохождения вступительных экзаменов. Можно скачать и посмотреть, как это нужно представить документы, куда прикрепить и как сделать эту фотографию. Это можно будет ознакомиться в личном кабинете. Расписание вступительных экзаменов расположено на странице приемной комиссии. Вот сейчас вы видите слайд, на котором прописано, представлен сайт приемной комиссии, и вы видите, есть на первой главной странице расписание вступительных экзаменов. Вы можете зайти и посмотреть. Но сейчас на этом слайде вы увидите, что вступительные испытания когда будет проходить по обществознанию. Те абитуриенты, которые подают документы с 20 июня по 20 июля, экзамен будет проходить 22 июля с 10 до 22:00. То есть в любое время, но еще раз повторюсь, всего лишь одна попытка, 60 минут. Резервный день будет проходить 25 июля, опять-таки для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля. 20 июля с 10 до 17:00. И хотелось бы обратить внимание, резервный день могут сдавать только те, у кого есть уважительная причина. Вам необходимо будет связаться с приемной комиссией и представить документы, которые действительно доказывают, что в день сдачи экзамена вы не смогли принять участие и сдать экзамен в установленные сроки.
те ребята, которые подают документы с 21 июля по 12 августа, у вас день сдачи экзамена на 15 августа с 10 до 22:00. Также предусмотрен резервный день, это 20 августа с 10 до 17:00. Хотелось бы обратить внимание, что программа и сама инструкция также представлена на слайде. Программа вступительных экзаменов, опять-таки на главной странице университета, программа вступительных испытаний. И здесь представлена сама программа. То есть вы нажимаете вначале на бакалавриат, потом вы программу вступительных испытаний, и можно будет скачать именно ту программу, которая вас интересует. Из чего состоит программа? Программа состоит из основных требований и расписаны те разделы, которые необходимо вам знать для того, чтобы успешно сдать входное тестирование. Программа вступительного испытания, она составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и включает все те разделы, которые предусмотрены в федеральной рабочей программе по дисциплине общества знания. Для того, чтобы пройти тестирование, здесь представлены те требования технические, которые должно отвечать оборудование и компьютерное рабочее место, с которого вы будете задавать тестирование. То есть здесь нужно будет проверить перед тем, как пройти тестирование, соответствует ли ваш компьютер вот тем требованиям, которые прописаны в первом разделе данной программы. Нужно посмотреть, что есть определенные правила, то есть абитуриент не имеет права во время тестирования привлекать помощь третьих лиц, это тоже отслеживается, предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам, то есть при сдаче вступительного испытания никого не должно быть рядом с вами, поэтому на это обратите внимание. Нельзя использовать справочную литературу, учебную литературу, конспекты, никаких бумаг с вами рядом не должно быть. Глаза вы должны направить на компьютер, никуда не отвлекаетесь, не выходите, не уходите от компьютера. Поэтому здесь нужно будет сдавать экзамен в соответствии с теми требованиями, которые прописаны в программе вступительных испытаний. Дальше представлен перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Перечень он представлен в программе. Сами задания, они представлены в виде тестов с одним или несколькими правильными ответами. Вот перед вами варианты, то есть заданий, которые будут на вступительных испытаниях. То есть в данном случае вы видите задание с одним правильным ответом, но возможно и задания будут, где необходимо дать один или два или несколько правильных ответов. Поэтому здесь нужно будет внимательно вычитывать задания и не забыть, да, указать правильные варианты. В данном случае вот представлены, первое задание это с одним правильным ответом, да, то есть здесь я думаю, что данная форма заданий не вызовет у вас особого труда. В период тестирования, если возникают какие-то проблемы, вы можете связаться со мной, перед вами контакты, то есть это электронная почта, или же можно писать в WhatsApp. Можно написать в разделе абитуриенту в случае возникновения технических каких-то проблем при сдаче экзамена. И на слайде представлен телефон приемной комиссии нашего университета. Всем желаю успехов и ждем с документами к нам в университет. Наша кафедра
будет рада видеть вас по направлениям общества знаний и право, право правоохранительной деятельности, ну и по магистерским программам. Всем желаю успехов и до встречи в новом учебном году.